Мы продолжаем разоблачать евромагию. И сейчас вторая часть видеосюжета. Приток горячих денег в Европу. Как это ни странно звучит. Третьим важным драйвером, стоящим за укрепление евро, является разительная перемена в инвестиционных настроениях фондовых менеджеров, которые произошли в начале текущего года. Иными словами, куда в 2011 году направляются потоки капитала? Похоже, что получив в 2010 году немалые прибыли на рынках Сингапура, Южной Кореи и им подобных, теперь фондовые менеджеры направляют часть своих средств в Европу, делая ставку на то, что из-за раздутых долговых проблем европейские активы сейчас являются недооцененными и, следовательно, отдается с изрядным дисконтом, со скидкой. Такой приток горячих денег в Европу чрезвычайно позитивен для евро. Следующее обстоятельство. Германия зажигает. Четвертый фактор, влияющий на настроение инвесторов, это сильные экономические отчеты, поступавшие из Европы. В авангарде роста идет Германия, экономика которой действительно работает на полную мощность, как дизель в Заполярье, говоря языком Михаила Михайловича Жванецкого, и представляется достаточно сильно для того, чтобы с избытком нейтрализовать все бюджетные проблемы стран ПИКС, чей удельный вес в совокупном ВВП Европы, по сути дела, совсем невелик. Далее. Следующая причина. Испания наводит порядок в своем доме. Пятая причина, на которую могут указать быки по евро, это новости прошлой недели о том, что правительство Испании вливанием капитала предоставило поддержку ряда слабеющих банков, что отчасти ослабило обеспокоенных инвесторов шансами Испании стать следующей жертвой линчевателя облигаций. Пожалуй, этот шаг стал примером государственных профилактических мер, которых так не хватало в прошлом году, когда власти постоянно действовали с опозданием и лишь под давлением рыночных сил. Тот факт, что европейские лидеры усвоили урок и теперь пытаются заграть с опережением, то есть обогнать линчевателей, что является процессом снижения ставок финансирования, не может не вдохновлять евро. О том, как триумфально разместили бонды Испании, мы сообщили выше. И, собственно, Испания будет посвящен отдельный большой видеосюжет, который мы будем рассматривать после этого, после евросюжета. Следующее обстоятельство. Объединенные евробонды. Наконец мы узнали, что Германия все-таки поддержала идею объединенных евробондов, которые должны стать гарантом стабильности и низких ставок финансирования долга в регионе в целом. Доходность по бондам средних 3А, как ожидается, составит около 2,5%, примерно на 70% выше немецких бундов и значительно ниже доходностью по итальянскому и испанскому долгу. Около 30% эмиссии могут приобрести азиатские и ближневосточные инвесторы. Судя по всему, мы дождемся более серьезной эмиссии уже в ближайшие месяцы. Вероятно, не позже марта, поскольку в кулуарах европейской власти идет активное обсуждение и доработка последних деталей. А пока во вторник прошло первый аукцион по размещению облигаций Европейского фонда стабильности и ФСФ в размере 5 миллиардов евро. Его результаты показали высокий спрос на бумаги со стороны инвесторов. Япония, в частности, скупила 20% объема первичного размещения. Европейский фонд финансовой стабильности ЕФФ вчера провел первое размещение бондов на сумму 5 миллиардов за сроком погашения в 2016 году. Спрос превысил предложение в 8,6 раза. Заявки подали 500 крупнейших государственных и частных фондов мира на 43 миллиарда евро. Мы никогда не видели такого высокого спроса, сказала аналитик Unicredit Валентина Стендлер. Книга заявок была заполнена за 15 минут. Аукцион показал, что рынки доверяют чиновникам Евросоюза и верят в возможность урегулирования долгового кризиса, заявил министр экономики ФРГ Райнер Брюдерле. Мы покупаем облигации из-за их безопасности и более высокой доходности, цитирует Financial Times, управляющая фонда, имя которого не раскрывается. Доходность бумаг и ФСФ составила 2,8%, превысив на 6 базисных пунктов средний показатель аналогичных европейских бумаг и на 48 базовых пунктов германских. Высший инвестиционный рейтинг 3А, который был присвоен бумагам, позволяет привлечь покупки государственных инвестфондов и центробанки. Драйвер спроса не только рейтинг, но и масштабная политическая поддержка, говорит Стедлер. Инвесторы не устояли перед соблазном испробовать новый инструмент, отмечает Педрайк Гарви из ING. И чиновники, и рынок были заинтересованы в успешности дебюта. Напомним, в текущем году и ФСФ планирует реализовать облигации на 16,5 миллиардов евро, в 2012 на 10 миллиардов. Средства будут использованы для помощи проблемам стран Евросоюза. Эмиссия и ФСФ
не решит долговых проблем региона. Только Ирландии в этом году потребуется для рефинансирования 34,1 миллиарда евро. Это данные Еврокомиссии. Кризис суверенного долга в Европе пока не ослабевает. Пессимистичный Дэвид Карбол и Саксо Банк. В ближайшие 2-3 года очаги нестабильности на финансовом рынке Евросоюза сохранятся. Бюджетные проблемы стран не решены. Облигации ИФСФ снизят нагрузку на главного кредитора еврозоны Германии, оптимистичен Карби.